Трагедия в Кемерове, унесшая десятки жизней, не оставила равнодушным никого. Жители страны сочувствуют и выражают свои соболезнования родственникам. Утром президент страны побывал на месте трагедии, возложил цветы, пообщался с горожанами и пообещал, что виновных обязательно накажут. Тем временем по всей стране принимают меры, чтобы подобное не повторялось. По указанию главы Ингушетии Юнусбека Евкурова специалисты начали проверять все кинозалы, дома культуры, объекты образования, все учреждения и места массового скопления людей. Отвечают ли они нормам пожарной безопасности? Сюжет Рины Цычоевой. В любом здании, неважно, государственное это учреждение или коммерческое, должен быть план противопожарной безопасности. Помимо прочего, в случае тревоги автоматически должны открыться все запасные выходы. В случае задымления немедленно должна сработать система оповещения, сирена или голос диспетчера с просьбой покинуть помещение. Сотрудники обязаны знать, где у них огнетушители, пожарные рукава. Если еще не приехали спасатели, они должны людей эвакуировать. Работники МЧС с самого утра проводят с сотрудниками торговых центров и кинотеатров профилактическую беседу, рассказывают, как именно нужно вести себя в случае возникновения внештатных ситуаций. Людей надо эвакуировать аккуратно, не паниковать, особенно с кинозала. Большое внимание надо акцентировать вот на этот момент, потому что люди, особенно здесь, когда маленькие выходные дни, детишки ходят, им надо объяснять, вот их родителям надо объяснять, или здесь администрацию надо как-то объяснить, чтобы он показал людям, что в случае чего надо выбегать отсюда, и вот это главное. Этот кинотеатр – государственное учреждение, взятое в аренду, и, соответственно, за исправность пожарной системы ответственность несет арендатор муниципального имущества. Сотрудники МЧС осматривают систему оснащения, проверяют работоспособность первичных средств пожаротушения. В кинозале соблюдены все меры пожарной безопасности. Вот огнетушитель и кнопка вызова спасателей. На случай, если центральная дверь будет заблокирована, здесь функционируют два спасательных выхода слева и справа. Выходя отсюда, попадаешь сразу на улицу. Окажись открытыми запасные выходы и в торговом центре «Зимняя вишня», возможно, жертв этой трагедии стало бы намного меньше. Но именно такие случаи дают нам больше задумываться о своей жизни и более внимательно относиться к таким мерам пожарной безопасности. Глава республики дал поручение проверить не только торговые центры и кинотеатры, но также рестораны, кафе, рынки и все министерства и ведомства. По моему поручению представитель правительства берет руководителей крупных торговых сетей и торговых центров в том числе, и всем будет дано там поручение проверить, посмотреть, изучить. То есть это не просто протокольное поручение, это как раз такая масштабная проверка. Делаем все, чтобы не допустить таких трагедий у себя на территории. А если какой-то пожарный случай произойдет, минимизировать угрозу жизни людей. Мы отвечаем за этих людей и, конечно, должны принимать меры, максимальные меры. Я уверен, что и руководители этих торговых точек, особенно крупных торговых сетей, кинозалов, кинотеатров или мест массового скопления людей, они сами понимают, насколько это необходимо делать, обезопасивать людей, которые посещают их вот эти заведения. В Кемерово прилетел Владимир Путин. В первую очередь он прибыл на место пожара торгового центра и возложил букет красных роз в память о жертвах трагедии и задержался у созданного горожанами импровизированного мемориала. Также Владимир Путин осмотрел фасад здания, после чего принял участие в совещании, посвященное ликвидации последствий пожара в торговом центре. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии. Теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие? Давайте начнем с МЧС. Как разрешение получали на этот вид деятельности? Ну, это вот Следственный комитет мне ответит. Как была организована работа по спасению людей? И что сейчас делается для оказания помощи пострадавшим? Это немалый бизнес. В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, так сказать, холдинг
целью которого было получение прибыли. С 19 числа у них сигнализация уже не работала, но тем не менее мер по исправлению этого недостатка не принималось. Подождите, сигнализация не работала. Почему? А потому что она технически не работала, отключилась, и никто не занимался и не выяснял, почему она не работает с 19 числа. Она просто не работала, никто этим занимался. То есть они знали, что сигнализация не работает, да, и ничего не делает? Ничего не делает. По всей стране проходят акции памяти и минуты молчания погибших при пожаре в торговом центре. Вместе со всеми скорбит и наша республика. С самого утра в храме Сунжи проходит богослужение и панихиды. Прихожане поминают погибших и молятся за здоровье пострадавших. Страшная трагедия Кемерово никого не оставила равнодушным. Жители республики выражают соболезнования семьям пострадавших. Торговый центр Хайла Холшди, лерт дуалдеж лили гизс, охраны ёлш. Измо пожарный хамхалш сигнализации, я ригбол беш халис здесь. Надо ценить каждую жизнь. Там были, помимо взрослых людей, дети, которые не успели ничего в жизни в дальнейшем увидеть. У них было будущее, они что-то строили. Вы, наверное, слышали записи, которые, последние слова тех же самых малышек. Они говорили: мама, передайте, пожалуйста, маме то, что я ее люблю, и я надеюсь, что мы встретимся с ней в дальнейшем и так далее. Они все-таки, у них вот в эти последние минуты, они надеются, что они выживут. Это очень печально. Ну а представители МЧС продолжают беседу и инструктаж о мерах пожарной безопасности с ответственными сотрудниками и персоналом торговых центров. Рина Сычоева, Гапурчак, Киев. Новости 24.